Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире республиканского телевидения. Старая добрая программа «Один из нас», в которой есть свои традиции, свои постоянные герои. Традиции добрые стало, возможно, такой свежей традицией. Раз, по крайней мере, в пятилетку говорить о делах арктических. Представляю сегодняшнего гостя, заместитель директора Международной организации «Северный форум» Дарьяна Максимова. Здравствуйте. Здравствуйте. По совместительству, кстати, Дарьяна Дмитриевна руководит Центром арктических исследований Северо-Восточного федерального университета. Да? Это новое явление. Но по традиции, опять же, так уж суждено нам, что мы родились, проживаем, работаем в зоне, арктической зоне. Будем считать, что вся Якутия входит в арктическую зону, поскольку часть субъекта находится в зоне, значит, и весь субъект относится к этому. По этому же принципу построена, в принципе, организация «Северный форум». Так же ведь. И как вы думаете, вообще людям, многие говорят, а чего вы там живете? Как раз про это мы больше всего думаем, когда мы работаем, поскольку миссия Северного форума — улучшение качества жизни человека на севере. И сейчас мы живем в такое время, когда наконец-то люди начали задумываться. Такое ощущение, что и вы, средства массовой информации, и наши власти и на федеральном уровне, и на региональном уровне, и на международном уровне начинают задумываться, что есть такая Арктика, которая малозаселенная. Я еще раз напомню что я всем всегда говорю, что и многие, эксперты тоже это отмечают, что в Арктике проживает всего лишь чуть более 4 миллионов человек. Арктика начинает быть важной в связи с государствами, которые здесь находятся. И прежде всего наша Россия, у которой самая большая площадь в Арктике, и у которой, из этих 4 миллионов, 2,5 миллиона, даже больше чуть-чуть, человек проживает в Арктике. Ранее это было социально-экономическое развитие арктической зоны, а теперь уже говорим об устойчивом развитии арктической зоны. То есть это уже такие формулировки, которые вошли в обиход и на документальном уровне, и в целом, наверное, население тоже понимает, то, что есть такая Арктика, и с этой Арктикой что-то нужно делать. По сравнению с другими государствами, меры, которые предпринимает Россия для повышения уровня жизни в Арктике, они каковы? Вот вы, наверное, все знаете изнутри, давайте попробуем сопоставить. Что касается Арктики, здесь до сих пор остается такая ничейная, скажем так, акватория, уже не территория, посередине вокруг Северного полюса, вокруг которой находятся разные страны. Всего их 5, которые выходят к Северному Ледовитому океану. Это наша Россия. А остальные страны, сейчас мы уже это очень хорошо понимаем с некоторого времени, что они не совсем согласны с нами. Это западные страны, это Соединенные Штаты Америки, у которых есть штат Аляска, Канада, Дания, у которой есть большой остров Гренландия, и Норвегия. Вот эти 5 стран, включая нашу самую большую территорию, выходят к Северному Ледовитому океану, и считается, что мы являемся самыми, что ни на есть, арктическими. Но здесь стоит упомянуть мне еще 3 страны, которые претендуют на арктические вообще дела. Есть такой Арктический совет, создан он был после распада Советского Союза в 1996 году, когда Советский Союз открыл свои... Сначала Советский Союз, это был Михаил Горбачев в Мурманске в 1987 году, когда объявил, что можно будет как раз научные исследования проводить в Арктике вместе с другими арктическими странами. И с этого времени начинается международное сотрудничество в Арктике. Сначала научная, а потом уже в 1996-м создается Арктический совет. Это межгосударственный такой большой форум. К сожалению, организацией он до сих пор не стал, потому что страны не согласны сделать такое арктическое правительство, но имеет все функции организации международной. И мы представлены там на уровне министра иностранных дел нашей страны. Сергей Викторович Лавров нас там представляет.
Что в Арктическом совете? Помимо этих 5 стран, там есть еще 3 страны, это Швеция, Финляндия и Исландия, которые не имеют выхода к Северному Ледовитому океану, но считают, что у них есть свои северные территории. Поэтому правильно вы сказали, вот когда начали наш разговор, что мы Якутию относительно, в принципе, можем отнести всю территорию, по идее. Да? И, кстати, для западных наших бывших партнеров, скажем так, часто так фигурировало то, что Якутия вообще-то вся по климатическим своим особенностям относится к Арктике. И вот мы, наверное, не до конца еще этого понимаем. Я когда со студентами разговариваю своими, они часто говорят: нет, мы в Арктике не живем, мы в Якутске живем, да, это север. Вот, а я, работая в Северном форуме, конечно, скажу то, что Северный форум как раз та организация, которая не только Арктикой, но и Севером занимается. Поэтому здесь вот эти вот границы, да, которые определяются в международном пространстве, они такие, скажем так, в Арктике не совсем понятные, не совсем согласованные, да, в отличие от Южного полюса. Вот, в то же время мы, конечно, вот к третьему, да, к чему? То, что вот там вот есть свои жители, которые ученые, а здесь вот в Арктике кто живет? В Арктике живет обычные люди. Обычные люди. Мы делаем акцент, конечно, на коренные народы. Это коренные малочисленные народы севера у нас в России. Их проживает на самом деле по сравнению с этими 2,5 миллионами человек не так много по численности. Примерно около 100 тысяч представителей КМНС в нашей арктической зоне Российской Федерации. Есть большие города в Арктике у нас в России. Это Воркута, Мурманск, Архангельск относятся к арктической зоне. Кроме того, конечно, есть поселки городского типа. У нас, мы все знаем, это Тикси, да? И Черский, Чукурдах, там, да, Белая гора. То есть, в принципе, мы, конечно, очень много сделали в свое время, в 20 веке, в период Советского Союза, когда обустраивали нашу Арктику. И не совсем только для сохранения наших суверенных, да, границ, сколько для жизни людей, которые там проживают. Если наши устремления в арктическую зону начались в 17-18 веках, да, то есть сначала вот эти поморские вот эти вещи, которые, негацианство, да, потом не без помощи Михаила Ломоносова был определен, скажем так, экономический аспект. Китай и прочие сверхдержавы, не прочие, а есть США, есть Россия, которая в зоне Арктики, да, ладно, их претензии, скажем так, понятны, но Китай, который расположен гораздо южнее, активно начал интересоваться северной тематикой буквально в 21 веке. Буквально, видимо, по крайней мере, да, потому что при Мао Цзэдуне, возможно, они и просчитывали какие-то. Я видел карты, где обозначены северные территории Китая. И сейчас очень много ходоков из Китая, которые внешне напоминают каких-то, не знаю, очень подтянутые, бравые ребята, да, которые то и дело шастают в Северном Ледовитом океане. Под разными предлогами. Экономические исследования, туризм, все прочее и так далее. Как вы видите проекты, которые в виде слухов циркулируют о том, что китайцам выгодно осваивать Северный морской путь, насколько они обоснованы? Они обоснованы не на уровне слухов, а на уровне официального документа в Китае, принятого в 2018 году. Это белая книга по Арктике Китая, где они сами себя называют околоарктической страной. Значит, не Арктик, то есть это, по идее, как это, да? Они себя так определили, потому что они считают, что все, что находится в Арктике, тут есть 2 фактора, которые интересуют, конечно. И не только Китай, другие, как вы сказали, есть страны, интересующиеся. Это уже упомянутый Северный морской путь,
Ну, не только он, по идее, это океан, через который можно прорисовать. И через Северный полюс китайцы уже думают, может, когда-нибудь получится, да, транзит установить. И есть еще один путь, похожий на наш. Это тоже вы уже упомянули, это северо-западный проход, который находится в Северной Америке. Так вот, два не идентичных, но похожих друг на друга прохода, предположительно морских прохода. Сейчас они пока не могут такими полностью считаться, потому что они покрыты льдом большую часть года. Это Северный морской путь и северо-западный проход в Северной Америке. Северный морской путь, соответственно, у нас. Да? Вот. Что это дает китайцам и другим странам, которые интересуются? Это торговые пути. То есть считается чисто географически, просчитывается, что это самый короткий путь из Европы в Азию и наоборот. Да? То есть на самом деле здесь я же по своей специальности не только политолог, но и канадовед. В свое время, когда работала в Институте США и Канады РАН, как раз изучала эти вопросы северо-западного прохода и вообще вот в целом историю Канады, США очень хорошо зная. Скажу то, что человечество интересовалось вот этими путями морскими, которые до сих пор не стали такими, да, международными. Мы не даем, скажем так, этому ход, потому что мы считаем их внутренними водами, это я подчеркиваю. А вот касаясь истории Северной Америки, получается, что все великие открытия и путешествия в период великих, да, путешествий, великих открытий 15-16 века, тот же самый Христофор Колумб, они искали путь на восток. Вот. Им очень было важно найти путь к специям. К специям и к драгоценным камням, металлам. Вот. В конце концов, путь был найден очень поздно. Первый проход по северо-западному проходу совершил норвежец Свердруп, Рауль Амундсен. Рауль Амундсен в 1906 году. А вот наш Северный морской путь первый раз прошел Отто Сигурдович Шмидт в 1928 году. И что значит прошел? Да? Ну, конечно, люди уже предположительно знали, что такой проход существует. Многие погибали, очень много экспедиций замерзали буквально во льдах, сковывались их корабли, и они не могли дальше, да, никуда. Как дальше? Ничего рядышком нет. Соответственно, здесь такая история очень большая, веками длящаяся, прошла в связи с тем, что, климатические условия в Арктике, конечно, остаются такими же, какими они были. И если сейчас мы говорим про тот самый Северный морской путь, он открыт буквально 3 месяца для свободного безо льда плавания, а в остальное время он покрыт льдами. И вот как раз-таки наша страна буквально, по-моему, 2 года назад, время быстро идет, в январе прошла по Северному морскому пути на ледоколе. То есть именно эксперименты уже в действии, да, то есть действительно Северный морской путь, благодаря ледокольному флоту, который у нас самый большой в России, он может стать таким большим транзитом для торговых путей. Вот. А второй фактор, который интересует страны, это природные ресурсы. Про это, наверное, мы все знаем, то, что северные территории, Арктика практически содержат всю таблицу Менделеева. Да. Сейчас особенный интерес, да, вызывает. Раньше мы всегда очень уверенно говорили про углеводороды, что их там и предположительно, и уже по имеющимся прогнозам много, да. А сейчас мы уже говорим и про редкоземельные металлы, которые тоже есть в Арктике. Во всяком случае, во многих, конечно, странах есть редкоземельные металлы. Например, в Гренландии есть редкоземельные металлы. И самое интересное для нас, для якутских наших слушателей, наверное, будет то, что у нас в Якутии много. Тумтур?
Там Торское, да, месторождение редкоземельных металлов. Хотя, на самом деле, это, конечно, такая тема будущего. Мы конкретно не знаем, что, когда это... Либо это вот уже завтра произойдет, да, когда мы начнем все говорить только про это, уже начали практически, да, либо это все-таки на годы растянутая история. То есть, ну, в целом, конечно, природные ресурсы не только эти интересуют, есть и много других, которые интересуют наших китайских коллег. И еще есть и интересный такой фактор. Вот в прошлом году у нас был Северный форум по устойчивому развитию, где он у нас ежегодно проходит в Якутске, где приезжало достаточно большое количество китайских коллег, и ученых, и официальных лиц, которые, ну, не сговариваясь, говорили о нефти и газе. То есть их интересуют углеводороды Арктики, и они, не скрывая, говорили, что это нужно для развития искусственного интеллекта. То есть для того, чтобы развить искусственный интеллект, нужно очень много энергии. А для того, чтобы была энергия, нужны поставки как раз тех самых углеводородов, не только из традиционных, да, транспортных каких-то более южных, да, регионов, транспортировки оттуда, да, но и логистические вот такие вот транспортные уже нефтегазовые пути рассматриваются из Арктики. То есть, смотрите, если немножко опять углубиться в историю, на рубеже 19-20 века мы видели, ну, уникальное явление на самом деле, да, которое связано с российской экспансией на Дальний Восток, Китайско-Восточная железная дорога. Да? Можем ли мы узреть аналог какой-то восточно-сибирской железной или транспортной сети, магистрали, которая будет китайская, но на правах аренды, грубо или как, по российской территории? Почему нет? У меня, по-моему, убеждение все в том, что трасса на Аннабар, она вскоре будет наводнена китайскими автомобилями, фурами и так далее. Почему нет? Наша страна готовится в положительном ключе, ожидая инвестиции, в том числе и от Китая, и не только от Китая, и других стран, я думаю. И в прошлом году, в марте, на большом нашем основном арктическом форуме, называется он «Арктика. Территория диалога», проходил он в Мурманске в марте прошлого года, Владимир Владимирович Путин объявил, что теперь мы будем делать и формировать трансарктический транспортный коридор. И наш разговор сейчас так логично выстраивается. То есть мы начали с Северного морского пути, а переходим вот, и давайте перейдем на такую формулировку. Да? Мы уже между собой говорим ТТК, да, но трансарктический транспортный коридор — это теперь самый важный проект в арктической зоне Российской Федерации, который рассматривается не только с точки зрения океана, сколько всей территории России. То есть все логистические пути, которые выходят к Северному Ледовитому океану, будут рассматриваться уже как арктические проекты. Вот. Ну, а у нас в Якутии очень много подготовительных работ и проектной деятельности проведено уже на протяжении, наверное, десятилетий, ну, последних лет точно. Значит, у нас есть Джелинда-Махэ, большой проект, да, который, ну, совсем не Арктика, да, но теперь уже в рамках трансарктического транспортного коридора он рассматривается как один из основных для связи с Китаем. Далее, значит, получается, вот вы уже упомянули, КВЖД тоже не сбрасывается со счетов. Дорога на Магадан с Нижнего Бестяха до Магадана. Да. Китайцы фантазируют о том, что можно было бы, да, может быть, даже железную дорогу из Нижнего Бестяха до Тикси довести, но это их фантазии, пока еще на уровне фантазий. Вообще в геополитике, знаете,
Но у них фантазии очень быстро перерастают в реальность. Да, да, вот я это и хотела сказать. Вот эти их фантазии, звучит слово как-то так легко, да, как-то так воздушно, фантазия. А на самом деле, конечно, это очень быстро может перерасти в реальность. Да? Вот они достаточно серьезно настроены, то что, а почему бы не использовать Тексик как основной порт? Или в целом вообще все покрыть какими-то дополнительными логистическими путями. Да? То есть для них это, похоже, не проблема. С новыми технологиями, которые есть сейчас, да, и, ну, пока, конечно, мы ориентируемся на то, что нас интересует, и надеемся, что так и останется. То есть национальные интересы прежде всего, и часто говорят, что когда ты занимаешься международной деятельностью, ну, ты, конечно, слушай, там, какие фантазии, да, тебе рассказывают, ну, а в дальнейшем, конечно, из этого можно больше для себя подходящие варианты, да, развивать и сделать что-то более правильное. Но, с другой стороны, конечно, мы ждем инвестиций. Инвестиции должны быть в те проекты, которые каждой из сторон понравятся, естественно. То есть мы не можем же, да, в России сказать, вот будет только так, а не так. Да. Поэтому здесь очень такая тонкая работа, дипломатическая работа, которая необходима на уровне и форумов, которые сейчас проводятся. Поэтому у нас в стране очень много, вы, наверное, заметили, таких мероприятий, да, которые, ну, часто люди, сидя у себя дома, думают, что, ну, что-то собрались, поговорили, да, и как-то что дальше? На самом деле, конечно, все это необходимо для того, чтобы понять друг друга. Для того, чтобы понять, и после уже в кулуарах и в дальнейшей рабочей такой, да, атмосфере ты, конечно, уже больше договариваешься, и что ты можешь для себя, для нашей страны, и каждый на своих местах находится для того, чтобы это сделать. Но вот трансарктический транспортный коридор пока формируется как проект. С прошлого года был заявлен, и, возможно, он будет еще более таким разветвленным, да, то есть я перечислила только несколько проектов, которые уже существуют, там Джелендамахе, да, КВЖД вы упомянули, говорю, может быть, фантазии до Тикси, до Магадана уже есть этот проект. Кстати, недавно были в Магадане с Северным форумом, проводили там комитет региональных координаторов, это наше основное мероприятие ежегодное. И знаете, Магадан очень ждет. Инвестиции. Нет, железные дороги. И они очень ждут, когда именно вот наши железные дороги Якутии доведут до них дорогу. И даже вот на таком бытовом уровне они не все, мы с разными людьми общались, не только с официальными лицами, говорят, что это создаст благоприятную атмосферу для цен, которые завышены зачастую в Магадане, хотя у них есть морской порт, да, что странно нам показалось. Но они нам сказали, что, допустим, в зимнее время у них огурцы стоят 1600 рублей. Вот, хотя, казалось бы, да, морской порт. И вот они ждут в том числе нашу железную дорогу. Ну, это я для того, чтобы слушатель понял, то, что все это делается для людей, да, прежде всего. Люди рассматривают вот эти все мегапроекты логистические, там, природные, выкапывание природных ресурсов с точки зрения, конечно, улучшения качества жизни у нас. Ну, с другой стороны, обыватель, он может годами стенать на высокие цены, допустим, авиасообщения, до того же Чукурдаха и так далее. Хотя реально при жизни одного поколения, да, автобан на Джилинду или на тот же Чукурдах до мыса Дежнева, он может стать реальностью. Да. Абсолютно. Потому что человечество, оно вступило в зону, скажем так, определенных технологических преимуществ, которые позволяют покорять в том числе, еще раз, климатические особенности тоже. Да? Есть ли, скажем так, у вас, как у политолога, твердое убеждение, что сверхдержавы не оставили диалог? Если они закрыли диалог там, в сфере Европы и так далее, в сфере Арктики диалог всегда продолжался, и, по крайней мере, тихой сапой, но он идет. Я думаю, да, идет. И я совершенно открыто могу
из открытых источников средств массовой информации во время нынешнего Петербургского международного экономического форума Дмитриев говорил, что этот вопрос все еще обсуждается, и он в силе, что возможен переход через Берингов пролив. Туннель. Туннель, да. И причем про этот туннель, когда был этот, как вы говорите, дух Анкориджа, говорили, что его можно построить буквально за 8 лет, и он не стоит таких баснословных денег, поскольку сама территория, она располагает. Да, там очень много отмелей, островов, которые могут быть, скажем так, освоены, да, для такого строительства. Что я, наверное, уже сама подвела к этому. Я же говорю, в Магадане были. Магадан — это как раз та дорога, которая пойдет на этот Берингов пролив. То есть в случае, если железные дороги Якутии доведут железную дорогу до Магадана, далее эта дорога пойдет на Берингов пролив. И это старый проект, я насколько понимаю, то есть это не вчера родившаяся идея. Возможно, это проект еще из советских времен, а может быть, это даже еще раньше был такой проект. Азиаты, не только китайцы, и южнокорейцы рисуют мост-переход через Берингов пролив даже с таким гигантом, человеком, да, который соединяет два материка. Колосс арктический, по типу колосса, да. Но уже арктического, да, который два берега, американский и российский, соединяет. И такое ощущение, что, конечно, для азиатских стран это был бы очень классный проект. Подспорье, да? Подспорье для приближения вообще. То есть тут уже будет речь идти не только о пути в Европу, да, сколько в Америку. Американский рынок, конечно, тоже очень богатый, да, для азиатских товаров. И в обратную сторону тоже, я надеюсь. И здесь, получается, смотрите, что происходит с нашим Якутском. Я об этом все больше и больше задумываюсь сама, как и эксперт, как вы говорите, и как человек. Якутск становится центром мира. Без преувеличения. Без преувеличения, да, потому что железная дорога действительно через нас идет, она уже существует. Мы все знаем, что в Нижнем Бестяхе у нас все работает, и, по-моему, даже уже ежедневно, да, у нас пассажирские перевозки идут. То есть здесь без преувеличения мы можем, наверное, если 8 лет строится, это так, конечно, наверное, за лихваски они говорят, да, но тем не менее, если предположить то, что через 15 лет, 20 лет, да, мы, якутяне, сможем сесть в пассажирский поезд и добраться до Аляски, да. А от Аляски, конечно, дальше уже и в остальную Северную Америку. То есть это такой, и в обратную сторону тоже, конечно, нам интересно, да, то есть сесть на поезд и добраться до Китая, до Южной Кореи и так далее, да. Как бы там ни было, кто бы сейчас ни был дружественным, недружественным на стороной. То есть получается этот проект колоссальный, такое ощущение у меня, как у человека, который этим занимается, что этот проект стопорился очень долгое время. Искусственно причем. Да, из-за геополитических кризисов, невозможности, да, согласовывать такие проекты. Как я уже говорила в начале разговора, что вообще международное сотрудничество в Арктике началось только с распадом Советского Союза. В советское время мы сами обходились со своей Арктикой, мы все делали сами. Сейчас, конечно, необходимы инвестиции для того, чтобы развивать. Вообще это колоссальные инвестиции, которые нужны для инфраструктуры. Наверное, поэтому мы очень долгое время не осваивали эти территории, и поэтому, наверное, там проживает мало людей. Но есть еще один фактор, который мы никак не можем отмести. Это экология. То есть осваивать Арктику опасно для всех нас, для всего человечества в больших промышленных масштабах, как это происходит в других регионах, в других участках нашей Земли, поскольку хрупкая экосистема, которая может просто исчезнуть, и исчезновение этой природной экосистемы грозит нам изменением климата,
В случае, если Арктика будет таять, льды тают, так и так они тают. Но если мы будем еще нарушать эту природную экосистему, да, то получается, что этот процесс будет убыстряться. А Арктика — это один из тех ледников, не только из-за нее происходит изменение климата из-за таяния ледников на планете. Ледники содержатся в двух полюсах — Арктика, Антарктида. И третий полюс — это горы, вечная мерзлота. Ну, мы сами по себе, Якутия, как сам основной большой ледник, да, полностью Якутия находится на вечной мерзлоте. То есть здесь, конечно, такой момент, который надо учитывать, и поэтому и появляется вот это вот устойчивое развитие. Китайцы, как вы говорите, и другие страны под любыми предлогами, возможно, это так выглядит, что они стараются изучить Арктику. На самом деле, я вижу, вот я к науке же сейчас имею непосредственное отношение. В Северо-Восточном федеральном университете мы создали Российско-Азиатский консорциум арктических исследований. Существуем мы уже достаточное время, уже 4-й год пошел, как раз в 2022 году мы за это создали. И мы видим, как наши коллеги из Китая, из Индии, даже Индонезии интересуются нами, потому что экология. У нас есть наш флагманский проект, рабочее название «Арктические трансекты», то есть вдоль сибирских рек есть возможность изучить, что происходит с окружающей средой. И не секрет, и я надеюсь, сейчас мы расскажем нашим слушателям и зрителям, что Арктика — это самый загрязненный участок нашей Земли, к сожалению, поскольку все стоки наших великих сибирских рек и вообще рек, которые выходят в Арктику, они загрязняют. Накапливаются в Арктике. Да, и все это накапливается в Арктике. И это годами. Не говоря уже о накопленном экологическом ущербе. Это промышленные компании, которые оставляют там свои следы. Это все существует. И, конечно, хочется инвестиции привлечь не только к промышленным таким большим или транспортно-логистическим путям, да, а в том числе и в науку. Для того, чтобы наши партнеры, которые хотят осваивать и, возможно, помочь как-то нам с освоением Арктики в будущем, да, помогали еще и в научном плане, для того, чтобы мы могли понять, вообще это стоит делать или не стоит. Экологические экспертизы, они, конечно, необходимы в будущем. Ну, я еще раз хочу все-таки надеяться на мудрость человечества, то, что в тонких вопросах тоже экологии, то сохранности, скажем так, окружающей среды и так далее, они все-таки будут на передовые мысли опираться. Не всегда же лишь с точки зрения освоения истории человечества происходило. Да. Были предупреждения, были предсказания, какие-то расчеты, с которыми сильные, опять же, мира сего всегда считались. То есть они же не враги, не хотели бы, чтобы какие-то материковые части полностью превратились в океан и так далее. И на самом деле мы в удивительное время живем. Вроде вот, еще раз говорю, есть обывательское мнение, а есть мнение людей, которые немножко зрят вперед, да, возвышаются над ситуацией. Одним из них я вижу вас, поскольку видение у вас, оно нестандартное с разных точек зрения. Да? И вот эти фантазии, как мы говорим, да, реально, они очень имеют свойство быстро перерастать в реальность. И я надеюсь, что в нашей жизни мы какие-то изменения и инфраструктурные, и экономические, и, возможно, социальные какие-то. Да? То есть Арктика — это зона проживания определенной доли человечества. Люди должны себя чувствовать людьми везде. Это основная преамбула, которую руководство страны с учетом всех факторов оно вкладывает. Да? То есть люди, которые живут в Арктике, они прежде всего это наполнение приграничных областей. Да? Они должны, несут, как просто живут, они как бы на государевой службе. Да? То есть население, там есть у нас население, извините, вы должны считаться с ним. Да? Другие партнеры тоже. Поэтому со всех точек зрения
архиважным является вот именно взор, устремленный на север. Но, опять же, вот как вы сказали в последней фразе, с учетом хрупкости всей экосистемы Арктики. Я еще раз очень хочу надеяться на то, что человечество к третьему тысячелетию, оно обрело мудрость и будет считаться со всеми прогрессивными мыслями, которые не только консервативны, да, они еще и прогрессивны тоже, но прогрессивны с учетом, опять же, всех факторов. Поэтому огромное спасибо, что немножко просвещаете нас в тех вопросах, в которых, возможно, люди слабо разбираются, возможно, они не видят какого-то огромного движения, которое происходит, несмотря на любую экономическую, вернее, политическую повестку. Во времена Холодной войны понятно, да, но начиная с 90-х годов мы находимся, ну, как бы, да, конкуренция есть, но она пока еще не переросла в открытую, скажем так, конфронтацию. И все условия, значит, для каких-то совместных проектов они должны быть. Тем более вовлечены другие сверхэкономики, да, которые себя относят, как бы сказали, приарктическим, да, экономикам. Да, приарктическим экономикам. И это не может не радовать, потому что, ну, 3 крупнейшие экономики мира способны за считанные годы сотворить чудо. Вот то, что вот у нас было международное сотрудничество, и мы часто до недавнего времени, до 22 года говорили партнеры, а теперь мы уже говорим недружественные страны, да, есть такое понимание, что, скорее всего, тот период до 22 года был аномалией. Аномалией, когда мы думали, что мы все дружим, во всем мире есть эта дружба, да. А вот сейчас, возможно... Холодная реальность. Да, мы пришли в ту реальность, которая должна быть. То есть холодная война — это один период, когда было все понятно, что идет конфронтация такая холодная, да, и никто не скрывал, что это конкуренция. Потом была такая аномалия с 90-х годов до 22 года. И вот сейчас мы понимаем то, что вот эти 2 периода аномалии, ну не аномалии постсоветского есть периода и среднее. советского, мы должны что-то, видимо, среднее, да, для себя, для нашей страны выяснить. И зарубежные партнеры или недружественные страны, да, партнеры уже у нас азиатские, мы должны, видимо, вот это вот все соединить воедино и понять, как дальше двигаться человечеству. И сосуществовать. Да. Спасибо огромное. Это программа «Один из нас», и у нас очень интересный собеседник. Это заместитель руководителя Северного форума, это крупнейшее надгосударственное объединение арктических стран Дарьяна Максимова. Да. Регионов. Регионов. Да. Дарьяна Максимова. Увидимся ровно через неделю.